Мы находимся в кабинете компьютерной томографии на Семена Данилова 30/1. Это филиал первой поликлиники Якутска. Ежедневно процедуру компьютерной томографии проходит более 100 человек. И сегодня мы узнаем, насколько она опасна и как ее проходят. Аппарат компьютерный томограф Toshiba Aquilion 16-срезовый у нас 2014 года установлен. На сегодня по ситуации у нас, конечно, идет поток, это с ковидных пациентов прием. Органы грудной клетки. Говорят, большие очереди, так ли это? Мы стараемся, чтобы очередей не было, никому не отказываем, цитовых всех принимаем, поэтому очередности как таковой не существует. Если, может быть, она там есть, какие-то плюс-минус там несколько дней, это плановые пациенты. А цитовых, которые экстренные, которые нуждаются, естественно, это день в день все. Насколько опасна процедура, говорят, она же только по назначению врача происходит. А какие могут быть последствия у человека? Риск минимальный. В среднем где-то 2 миллизивер от 2 до 6. Такую же дозу получает человек по санпину. Туда входит флюорографическое исследование и маммография. То есть это допустимая доза. Отдыхая в отпуске где-то на солнце, в жарких странах, там дозу намного больше можно получить. Конечно, нужно минимализировать, естественно, но когда встает вопрос о том, что это здоровье и это необходимость, правильно? Поэтому выбор, естественно, до КТ. Говорят, что вообще томограф работает фактически без выходных. Сколько человек вообще у вас? У нас вообще 2 врача КТ, да, мы работаем без выходных ежедневно. И 6 лаборантов. Но сейчас дополнительно еще 2 нам подмогу. То есть с начала пандемии вы каждый день? Каждый день, да. Предположим, до вечера как везут, потому что когда вспышка была у нас в этих EDP, в доме престарелых инвалидов, нас возили тут, в общем, допоздна, до 12 и до часу снимали. Мы работаем с соблюдением всех санитарных норм эпидемиологических. Идет обработка, кварцевание, согласно графика. После каждого пациента у нас обрабатывается, идет влажная обработка. У нас есть своя информационная система, которая позволяет нам проводить запись на компьютерную томографию и уведомлять об этом пациента. Когда к нам звонит пациент и просит, чтобы мы его вызвали врача, вызов оформляется, собираются все его данные, фамилия, имя, отчество, контактные данные, адрес проживания, жалобы, и это все передается нашему врачу, который находится на вызовах, ездит по городу, и это приходит к нему в виде сообщения в наш чат-бот, телеграм-канал поликлиники номер 1. Он видит, что поступил пациент, допустим, Иванов Иван Иванович, такого-то года рождения. На момент осмотра он хочет его отправить на компьютерную томографию, у него низкая сатурация, показания для госпитализации он находит и направляет. Есть кнопочка «Направить на КТ». В ту же секунду происходит запись на компьютерную томографию и автоматически приходит уведомление на дату и время, на которое он записан. То есть расписание формируется мгновенно. В ту же секунду на вызове он ему говорит. Если же данному пациенту нуждается транспорт, он об этом говорит, и за ним приезжает машина и забирает. Если же он может сам добраться, то он добирается сам. Это позволяет нам сэкономить очень много времени, и у нас практически нет очередей, как это было ранее, до внедрения этой системы. Раньше было такое, что люди ожидали очень долгое время, по 8, по 6 часов. То сейчас у нас все по времени. Люди знают, когда к ним приходить, и специалисты, врачи знают, какая нагрузка их ожидает. Также мы с помощью внедрения новых информационных технологий существенно увеличили скорость передачи данных от контакт-центра к врачам. Также у нас есть возможность записи пациента самостоятельно через наш веб-сервис. На нашем сайте есть ссылка, и вы ее заполняете, тоже фамилия, имя, отчество, данные, и отправляете. И вызов тоже передается нашему врачу. То есть это очень быстро, если вы не дозваниваетесь до контакт-центра. Поэтому это очень удобно.